Витаю вас, друзья! Сегодня 26 февраля 2026 года, 18 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Падение империи. 4 года большой крови и лжи. Россия против Украины». Об этом и многом другом давайте поговорим. Но для начала я вас, друзья, предупреждаю, тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть пока вроде бы безопасно. Смотреть нас вроде бы безопасно. Ну и, конечно, предупрежден, вооружен. Итак, друзья, всех приветствую. Заходите, собирайтесь. Но вначале я хотел бы сказать по поводу самой войны. Война, которая началась в 22 году, 24 февраля. То есть на следующий день, когда геноцид чеченского народа произошел, это какая-то, видимо, такая сатанистская дата у ФСБ, у Путина, у вот этой банды. И именно в этот день они утром в 4 утра вероломно, подло, у них было все подготовлено. Давайте исходить из фактов, которые есть. Было много денег выделено, много агентуры, которая до сих пор в Украине есть. Я это утверждаю со всей ответственностью. Дорога была проложена, асфальтированная, чтобы легко заехали. Ну, вот такие вот вещи произошли. Очень странные вещи произошли, когда заходили российские войска. У российских войск внутри БТРов, грузовиков была парадная форма, они должны были зайти, всех расстрелять, все должны были разбежаться или упасть на колени перед ними. И они должны быть победителями и праздновать День Победы над Украиной, над укрофашистами и все такое. Но ситуация реальная оказалась немножко другой. Совсем другой. Украинский народ мобилизовался, несмотря на то, что украинская власть, украинская армия, хотя, конечно, в этом случае уже нельзя ни в коем случае обвинять армию. Армия — это Залужный, это другие люди, Сырский, который сегодня руководит, много-много сынов и дочерей Украины, сотни тысяч, добровольно, без повесток, сами вышли, взяли оружие и вышли и начали сражаться, бить начали оккупанта. Если честно, я не думал, что русские нападут. Я не думал, что... Я исходил из логики, из того, что Россия потерпит поражение. Весь мир был за Украину. Украинцы, как о них говорил Джохар Дудаев, люди очень стойкие, очень смелые. И просто так разбежаться, ну, это не тот случай. Явно не тот случай. И я думал, не нападут, не посмеют. Но это против логики, против России в первую очередь. Ну, теперь я понимаю, что внутри России большая такая система, которая против России, против русских, против процветания России. Есть террористическая банда ФСБ, в ней, может быть, есть какие-то патриоты, которые думают о народе, о чаяниях, хотя я сомневаюсь, что они думают о чаяниях народа. Но, возможно, есть. Но их задача не спасать Россию. Их задача спасти террористическую банду КГБ, ФСБ. Вот вся их цель. Если понимать, что они исходят из этих начал, из этих основополагающих для них вещей, то, конечно, тогда напасть было для них разумно. За полгода до начала
нападения широкомасштабного, надо обязательно напоминать, война началась не 4 года назад, она началась в 2014 году, 12 лет назад. Украина решила сбросить с себя оковы российской оккупации, российской агентуры, которая полностью захватила их власть. И, как мы знаем, вместе с Януковичем сбежали там министр внутренних дел, министр МВД, министр обороны, и СБУ начальник. Ну вот все руководящие должности, которые занимали люди, бежали, силовики. Представляю, кого эти начальники подтягивали к этой власти, да, вокруг себя собирали. Представляем мы, да? Но украинский народ, вопреки всему тому, что Россия и мир, Россия угрожала, мир говорил 3 дня, сейчас все, Украина падет там и так далее. Присылали каски, какие-то бронежилеты, одеяла и так далее. Спасибо всем, кто помогал. Но в любом случае никто не рассчитывал, что украинцы смогут так выстоять и на весь мир, и, возможно, на всю историю, возможно, историю человечества, покрыли себя славой тех своих отцов и предков, казаки, которые сражались, бились за свою свободу. Свобода – это самое главное, что есть у человека. И украинцы нам показывают сегодня, когда весь мир погряз в разврате, в деньгах, в алчности, простые сыны и дочери Украины сражаются. И отдают самое ценное, что у них есть, свои жизни, свое здоровье. Слава Украине, слава украинским воинам, мужчинам, женщинам, всем мирным людям, которые болеют и помогают своей стране, своей армии. За полгода до начала широкомасштабного вторжения Россия, как об этом рассказывал в одном из своих фильмов Эгон Челакян, он как раз рассказывал про убийство детей в школах. И там он как раз говорил, что в 2021 году, вот в это ориентировочное время, Россия начала активно работать по поводу вербовки. И так получилось, что я дважды попадал вот в эту волну их вербовки. Первая вербовка – это мой жизненный опыт, которую российские спецслужбы ФСБ пыталась воздействовать на меня, завербовать меня, произошла в студенческие годы, когда это был 99-й год, 98-й год, когда я учился студентом, мне предлагали работать, и за то, что я отказался, я был отчислен из вуза, я был отчислен из университета. Им тогда не удалось меня завербовать. Ну, все это время постоянно я чувствовал наблюдение за мной. Постоянно где-то меня пытались скомпрометировать, там где-то что-то поймать на чем-то. Было ощущение, и я пытался уходить от этих моментов. И второй случай произошел снова перед началом. Тогда это была подготовка к второй русско-чеченской широкомасштабной войны или пятой агрессии русских против чеченцев в новейшей истории против Чеченской республики Ичкерия. Тогда они готовились к войне против чеченцев, против Ичкерии. И буквально через год, через полтора, как им это не удалось, началась война против нас. Хотя она не прекращалась. Такая гибридная форма была там и так далее. Войска вроде вывели, а всю агентуру и всех своих агентов и бандитов они оставили. И вот этот второй случай был перед началом широкомасштабной войны против Украины. Человек из окружения, из так называемого правительства Ахмеда Закаева, человек по имени Руслан Сулейманов, представлялся он Нашхо Эльдаров, я по тейпу своему Нашхо, и наверное, это должно было меня подкупить. То есть предать нужно было весь Нашхо тейп, мне нужно было весь чеченский народ нужно было мне предать. Наверное, так их логика действовала. И тогда я об этом публично заявил, рассказывал, и сейчас, конечно же, об этом вам говорю. Вот такая вот произошла ситуация, началась война против Украины, война кровопролитная, война страшная, как и любая война. Ну, здесь война идет, сейчас эта война уже приобрела современный вид,
это, наверное, первая, не наверное, это точно первая трансляционная война, когда она транслируется в прямом эфире. Мы видим оккупантов перед смертью, когда к ним летят дроны, как все это подрывается. Это только та часть, которую украинцы публикуют. Мы представляем, сколько там в архивах Украины, украинской армии, все это накапливается. Ну, украинцы стоят. Стоят не то слово, вообще даже нету намека на то, что кто-то бы хотел бы сдаться. Хотя, ну, предлагают и землями поступиться, и немножко отступить, немножко дать заднюю и так далее. Но украинцы знают, украинцы, я имею в виду не только этнических украинцев, я имею в виду русских украинцев, я имею в виду крымских татар украинцев, я имею в виду всех украинцев, которые за свою страну, а в первую очередь это, конечно же, за свободу. Земля есть земля, да, главное не земля, главное то, что свободные люди хотят жить так, как они хотят жить, как они видят этот мир. И именно поэтому, зная, что если отдать клочок земли, то оккупант, он наглый, беспринципный, он пойдет дальше. Поэтому украинцы отстаивают. И даже если появляется какой-то намек, что кто-то там будет землями, кто-то торговать, кто-то уступать и так далее, это на корню украинцами пресекается. И благодаря вот этой стойкости, вот этой силе характера, черты характера, украинцы держатся. И мир начал помогать. Мир понял, что лучше помогать украинцам, чем дать пасть Украине. И потом будет еще хуже. Причем дело иметь придется уже и с украинцами тогда уже. Потому что будут насильно набирать в армию, как это происходит во времена оккупированной Ичкерии. Было много побед, было много славных минут, моментов. Было контрнаступление украинцев, когда захватили огромную территорию Курской области. И силы есть у украинцев. Украинцы пока пользуются тем, что Россия фактически сама уничтожает об стену свой вот этот банд группировки, которые пришли в их землю. Но, к большому сожалению, Украина тоже несет колоссальные потери, колоссальнейшие потери. И эти потери несутся не только потому, что столько много оккупантов на территории Украины, а потому что столько много врагов внутри Украины до сих пор осталось. Да, они при власти, всех не выковыришь. И знаете, никто же на лбу не написано, что работает на КГБ. А коррупция в Украине — это уже такая заведенная еще с советских времен система, которая сейчас просто очень сильно оголилась. Вот эта коррупция. Страшная вещь во время войны — коррупция. Очень страшная. Очень подлая, очень вероломная вещь. Коррупция во время войны. Как правильно называют, мародерство. Это самое настоящее мародерство у самих себя. Вот такие вот вещи произошли, происходят. Украина стоит, выдерживает. Я надеюсь, Украина очистится от внутренней пятой колонны. Это первый враг, больше даже, чем оккупант, который пришел. Ну а врага останавливать, держать его, они научились, держат. Но, к сожалению, не без потерь, еще раз. Выражаю свои искренние соболезнования всем украинцам, всему украинскому народу, всем матерям и отцам, которые потеряли своих сыновей, дочерей, всем родителям, детям, кто потерял родителей. Искренне примите мои искренние соболезнования. Я знаю, что это такое. Я знаю, что такое война. Мы, чеченцы, это видели. И первые были чеченцы, которые отозвались на помощь. К большому сожалению, пятая колонна внутри Украины не дала сформировать чеченские батальоны. К сожалению, туда были приглашены люди, которые полностью дискредитированы в глазах чеченского народа. Чеченцы не поддерживают Ахмеда Закаева и так далее, потому что этот человек давным-давно признал нашу Ичкерию частью России и пытается на это просто зарабатывать деньги. Конечно же, вот это и коррупция, это и есть измена.
Не обязательно прикладывать руку к голове и кричать «Слава КГБ», когда просто достаточно взять взятку, и вроде бы ты не ради КГБ сделал, а за взятку, но сделал то, что нужно было КГБ. Ну, соответственно, это приносит колоссальный ущерб, невосполнимый ущерб. К сожалению, пока невосполнимый. Вот такие вот дела, друзья. Еще раз мои искренние соболезнования украинскому народу. Но когда начиналась эта война, есть такой генерал-полковник Леонид Ивашов, который реально думает о том, что может произойти, что это опасно для России. И он прямо сказал, обосновал. Я очень внимательно тогда помню, потому что тогда, когда он это сказал, тогда у меня уже закрались сомнения, ну неужели нападут? Потому что я до конца не верил, что нападут. Не хотелось верить, потому что это невыгодно России. В первую очередь России это было невыгодно. И Леонид Ивашов прямо сказал, что весь мир против России. Весь мир за Украину. Россия никогда не вела войны, когда вот в таком положении она оказывалась. Поэтому мы потерпим поражение, сказал Ивашов. Но они напали. И сейчас Леонид Ивашов говорит о том, что Россия, русская цивилизация, о которой так много хвастались и больше, конечно, искусственно возвышали эту русскую, российскую цивилизацию, она перестала существовать, говорит Ивашов. И что к 29 году Российская Федерация прекратит свое существование. Это 3 года еще, я полагаю. Ну, в принципе, об этом я уже говорю, что 2-3 года еще осталось. Вот уже приблизительно пару лет я об этом говорю. В принципе, можно ожидать, что идет какой-то сценарий такой. Ну, или же рассчитываются силы, которые есть у России, и их стачивают. К большому сожалению, на это уходят жизни украинских сынов, дочерей, детей, женщин, бабушек, дедушек, которые гибнут от целенаправленных террористических ударов России. Россия уже начала теракты проводить, открыто уже начала прибегать к своим методам террористическим, взрывает полицейских, там, ну, как обычно. Как обычно Россия это делает. Ну, вот такая вот, друзья, ситуация. Украина уже победила. Украину уже невозможно победить. Невозможно. У Украины сформировалась очень мощная, опытная, профессиональная армия. Единственное, что нужен вождь, вожак стаи нужен, настоящий, чисто который готов и собой, и своей семьей, и своими средствами, все, что у него есть, пожертвовать ради украинского народа. Вот такой вожак сейчас Украине нужен. Именно такой был президент у нас, у чеченцев, Джохар Дудаев, и все, кто были после него. Они все погибли с оружием в руках, защищая нашу страну. И вот украинцам сейчас нужен вот такой вот. Зеленский, может быть, им стал бы, если бы вот окружение вокруг Зеленского. Зеленский не политик, он сам пришел в политику. Возможно, он стал бы таким человеком, но если бы вся эта система была изменена, ну как ее изменить? Это решать украинцам. Задача сложная. Я постоянно советую украинцам, постоянно говорю, вот чеченское дежавю, вот так у нас было, вот так у нас было. И я поймал себя на мысли, что я рассказываю, как было. Но у меня нет ответа на то, как это можно было предотвратить. Например, у нас то же самое было. Когда убили Джохара Дудаева, Джохар Дудаев, так как повезло, что наш лидер оказался и генералом, и очень опытным человеком, он выявлял агентуру и отгонял ее от себя. И после гибели Джохара Дудаева, после гибели его, вся вот эта агентура, которую он разогнал под разными предлогами, начали возвращаться. И говорили, что Джохар нас отправил на задание, Джохар, мы там были, это нам Джохар знал, что я делаю. Нагло, и начали возвращаться и снова становиться активными. То есть Джохар их выявлял и отгонял. Выявлял, отгонял. А они после его гибели сразу вернулись. И поэтому
наша армия, наш народ были такими же едиными, такими же сильными, как украинский сегодня, как украинская армия и народ. Но руководство, верхушка, особенно точечное убийство, как, например, Андрея Порубия, и вот этих лидеров, их нужно беречь больше всего, настоящих лидеров, настоящих сынов, дочерей Украины. Вот фактически вот мы видим то, что видим. И это не закончилось. Сегодня Ахмед Закаев, там Руслан Кутаев, вот эти все люди вокруг власти нашей ошивались. Это те люди, которых вот Дудаев близко к власти не подпускал. И правильно делал, оказалось, что эти люди работают против чеченского народа и государства. И сейчас они заявляют, что они есть, да, вот они долгое время были, да, где-то с фотографиями рядом с Дудаевым, где-то у кого-то оказалось одна-две. И вот теперь эти люди заявляют, что они являются представителями нашего народа и так далее. Хотя народ чеченский не поддерживает. Абсолютно. Но здесь на Западе находятся люди, которые хотят их использовать. Им нужно использовать принципиальные, строго стоящие на своих принципах, на своей конституции, на выборе своего народа, демократическом выборе своего народа. Чеченцы на Западе, демократическом Западе, что-то не очень интересует. Им нужны управляемые какие-то марионетки. А чтобы считать на равных, Америка, Соединенные Штаты позиционируют себя как Древним Римом. Древним Римом. С одной стороны, хотят представить себя как ранней Римской республикой, на основах, на ценностях, которых построены Соединенные Штаты Америки. Ранние принципы, ранние основы ранней Римской республики были в первую очередь нравственность и мораль. Вот на чем строилась. И Юний Брут, да, который известен стал в истории, который стал основоположником Римской республики, именно на этом основывался и отдал свою жизнь, защищая честь женщины, которая была поругана. И сегодня мы видим, что, например, администрация Трампа разоблачает вот эти файлы Эпштейна. Этим занимались, как мы знаем, многие политики, богачи и так далее, там собирались, тусовали и так далее, и много попало на крючок людей. За этим стояли спецслужбы разных стран, в том числе, как мы понимаем, Россия. И с этим, то есть нравственность, там, Трамп пришел и ввел, там, пол будет только мужской и женский. Да? В Древнем Риме осуждалось разное гомосексуализм, вот эти разные вот эти нововведения, они осуждались. Но вокруг Римской республики была огромная завоеванная территория, где это процветало. Например, вот эта педерастия, она была распространена в Греции. И когда уже в Риме она начала распространяться, об этом начали так разговаривать, это считалось как бы непристойно для гражданина Рима. И вот эта ситуация, нравственность, мораль, да, кто хочет какими-то там вещами заниматься, не обязательно для этого становиться гражданином Рима. Можно быть гражданином там, Афин или еще каких-то там царств, которые тогда были. И вроде бы кажется, что да, Римская республика расцветает, но есть еще другая аналогия. Римская империя, она уже отличалась в корне от того, от тех основ, которые закладывалось. Мы верим, что США Римская республика и будет таковой, и она будет придерживаться нравственности и морали. Но основной принцип римлян был то, что они не запрещали ничью религию. Не запрещали. Ничего, абсолютно. Они абсолютно с их богами, у них бог был Юпитер, главный, основной бог, единственный бог, но те народы, которых они завоевывали или присоединяли к себе, некоторых они завоевывали абсолютно без боя, они со своими богами проживали на их территории, и они им не запрещали. Они были уверены в своем боге, то есть римляне, и поэтому они не запрещали других богов, другие верования.
Ведь в любой религии, нынешней авраамической религии, говорится о том, что в религии нет принуждения. И они придерживались этого принципа. Они придерживались а, а, верховенства закона, права личности, права свободы личности. Вот чего придерживались древние, ранние римляне Римской Республики. На этой же основе, вдохновленные Римской Республикой, американцы, Джордж Вашингтон и его товарищи, они создали Соединенные Штаты, выйдя из-под руководства управления Британией, Британской империи, хотя они сами имели британские корни. И этот же Джордж Вашингтон имел еще корни итальянцев, то есть с тем же самыми римлянами имелись корни. Понимаете, с теми самыми древними римлянами имелись корни. Поэтому сейчас война идет за свободу, против диктатуры. Римляне занимались борьбой против диктаторов. Они давали людям свободу, римляне. Как бы это ни казалось сейчас странным, они разрушали диктаторские режимы и давали людям свободу. И до того, пока они не разрушили Карфаген, там не было никаких гладиаторских боев, там не было никакой педерастии, там не было ничего вот этих разных вещей, которые потом у них появились. То есть несколько сот лет Римская Республика развивалась, ну, абсолютно на моральных, нравственных ценностях. Обсуждения даже не было. Я узнал недавно очень интересный факт. Например, в исламе считается, если у тебя борода седая или волосы седые, ты можешь покрасить их хной, закрасить, спрятать свою седину. И этот обычай появился еще со времен хуритов, даже до появления Урарту. Да? Вот было такое государство, которое называлось сейчас, одну секунду, вспомню его название. Метание это называлось государство. Метание было образовано, 1600 лет до нашей эры. То есть 3600 лет метание было организовано вот этими самыми хуритами, которые были рыжими, чаще всего, не все, конечно, были рыжие, высокие. И люди, египтяне особенно того периода, пытались походить на них и красили свои бороды и волосы хной, чтобы быть похожими на этих хуритов. Оттуда, через 1600 лет до нашей эры, и потом в 7 веке, 640 каком-то году, да, Мухаммад, мир ему, он принес слово Аллаха, Коран, и распространял вот эту идеологию мусульманскую, исламскую. И там указано, уже, может быть, в хадисах, в Коране я этого не встречал, в хадисах, что хной можно красить мусульманам волосы и так далее. То есть за 1600 до нашей эры и 600 лет, если, грубо говоря, взять нашей эры после Рождества Христова, то получается 2200 лет назад до Мухаммада, мир ему, люди красили хной волосы, чтобы походить на метанцев, хуритов. Очень интересный факт такой, познавательный, что немножко меня удивил. И если мы будем наблюдать за всеми процессами, которые происходят в этом мире, они имеют свою определенную логику. На этой земле сформировалось, в принципе, два вида государственного устройства. Это тирания и демократия. Вот и вся разница. Вот сейчас украинцы ведут борьбу за демократию, за свободу. Демократия – это власть народа, за свою власть, за власть народа против тирании, против самой страшной, самой оголтелой тирании.
Вот, если коротко, то как-то так, друзья, это выходит в этой интересной истории, которая сегодня складывается на наших глазах. Так, давайте, я смотрю, здесь очень много, друзья, пожалуйста, я уверен, что вот здесь есть очень много хороших комментариев, поэтому я вас прошу еще раз написать эти комментарии, чтобы я не искал все эти. Так, все верно он говорит. Равенство и свобода касались только римских граждан. На остальных же это, ясное дело, не распространялось. Андро Катарель, да, совершенно верно, не распространялось. Гражданство римляне свое не давали никому. Только самым близким. Например, этрусские, которые были сооснователями, скажем так, древней Римской республики, римского города, а потом уже и Римской республики, они без боя присоединились к Римской республике, и они получили одни из первых гражданства. Греки, которые очень много делали для Римской республики, помогали, там они были оккупированы и так далее, тоже очень долго не получали, но потом им разрешили, и они тоже приняли гражданство. Но многим не давали гражданство. И в чем заключалась сила Римской республики? Если вы проследите, если вы хотите посмотреть, что делает Америка, сегодняшняя Соединенные Штаты Америки, посмотрите просто на Римскую республику. Я не хочу смотреть на Римскую империю, потому что это было очень страшные времена, Римская империя. Но она была очень богатой, очень такой мощной. Дело было в том, что римляне захватывали, оккупировали, завоевывали чужие соседние государства, тиранические государства. И даже если те не оказывали сопротивления или не предавали после того, как подпишут договор, то они их не трогали вообще. Даже иногда не меняли власть, оставляли власть, но не давали своего гражданства. И дошло до того, по-моему, через 200 лет, в 509-м уже Римская республика считается основанной, ну, уже как бы продолжение того же Рима, но уже 509-й, Юлий Юний Брут, там, Валерий, Юлий, Валерий, там, ну, вот эти первые правители Римской республики, они где-то 200 лет, грубо говоря, может быть, не давали никому гражданства. И после этого окраины, оккупированные, завоеванные окраины, они начали восставать. Они требовали не отделения от Рима, а то, чтобы им дали гражданство Рима. И тогда Римский Сенат, Сенат Римской Республики вынужден был, чтобы вот волнения начались, и вынужден был успокоить людей, дать им гражданство. Фактически они заставили Римскую Республику, то есть оккупанта фактически, чтобы он им дал гражданство. Они требовали этого. Вот какой должна быть страна. Вы обратите внимание, как из Афганистана выходили советские войска и американские войска. Афганцы бежали за самолетом, цеплялись за шасси. А когда русские выходили, им вслед муку, воду сыпали, чтобы они не вернулись больше. Или там веник что-то делали, такой какой-то обычай, чтобы больше не вернулись они туда. И никто не бежал за ними. И система Римской Республики была такой. Они завоевывали территории, брали 10% от прибыли, которая страна 10 всего лишь процентов. И эта страна должна, вот это государство или территория эта, должна была им поставлять солдат в армию. Вот с вас столько-то, вот вас столько здесь живет, вот столько с вас солдат. И таким образом, и они сами кормили своих солдат. Таким образом, Римская республика имела армию более 1 миллиона человек, не трача ни одной копеечки из своего кармана. Понимаете? Что происходит сегодня с НАТО? Каждая страна вкладывает 5%, да, сейчас уже 5%, по-моему, платится. И они все обязаны платить, и все они должны стоять в очереди, чтобы еще Америка разрешила им платить эти 5% и дала им. В принципе, Америка выстраивает один в один систему Римской Республики. И они это не скрывают, они прямо об этом говорят, этим восхищаются. И для нас, для всех, это очень выгодно. Люди, которые против диктатуры,
за то, чтобы была власть народа, демократия, для нас это наши союзники, да, это то, что нужно нам. Главное, чтобы она не скатилась к Римской империи. Потому что к концу уже самой Римской республики, там, 1 век до нашей эры, начались гладиаторы. Были бои, сейчас мы видим UFC, бои, там все это мы видим, но нет убийств. А потом уже, когда начались гладиаторские бои, потом пошли убийства, и сотни тысяч рабов, вот этих гладиаторов, погибло за это время, за несколько веков, сражаясь на утеху публики. Вот такие вот очень интересные вещи складываются. Давайте об этом и обо всем другом поговорим, друзья. Напоминаю вам, друзья, мой канал находится до сих пор под атакой постоянной. На территории фашистской России запрещают нас. И после стрима не видно. Поэтому тем, кто находится вне России, пожалуйста, распространяйте ссылку, пишите комментарии, задавайте вопросы и давайте участвовать вместе к нахождению, установлению истины. Истины. Это очень интересно, друзья. Это очень важно. Римляне развратниками были. Эльдар Шамилов. Но смотри, Эльдар Шамилов, но ты говоришь о разных эпохах. Римская республика, которая организовалась, по-моему, в 8-9 веке, сам Рим был основан. И потом просуществовала, ну, там, я не знаю, до 1500, грубо говоря, года. Ну, сколько получается? 2500 лет просуществовала Римская республика. Как ты думаешь, могли там быть разные периоды и разная эпоха? Вот как раз я об этом подробно пытался донести. Не путайте с Римской империей, потому что Римская империя – это закат уже Римской республики, где уже гладиаторы, где… почему сама Римская республика начала утопать в разврате и роскоши, и использовать методы, которые применяли греки, у них это было очень распространено. Они захватили Карфаген, и Карфаген, который добывал очень много серебра на тот период, фактически они загрузили этот Карфаген таким долгом, что Первую Пученическую войну они выиграли, римляне загрузили их деньгами, и потом уже, когда Карфаген начал, его сын того, кто проиграл войну в первый раз, в Первой Пученической войне, во Вторую войну Ганнибал, сын этого предыдущего, он был недоволен тем, что их много обирает Рим, и они таким вот образом снова восстали, то есть нарушили договор с Римом и были жестоко наказаны. И после этого Рим проявил очень большую жестокость по отношению к карфагенянам. И все сокровища, все достояния, все рудники серебра достались римлянам. И римляне так разбогатели, просто неприлично сильно разбогатели, что просто они потеряли реальность с этим миром. И вот у них пошло алкоголь, хотя вино они употребляли всегда, еще когда они были и вот в этом государстве Митании, когда потом Урарту были, и вообще это вино они привезли, хуриты, возможно, как говорят, привезли на землю Италии, и там уже начали тоже употреблять вино. Фактически, если хуриты исходить из того, что они чеченцы, а исторически это мы, прямые наследники цивилизации хуритов, то фактически мы привезли им туда вино. Получается так, друзья. И в роскоши, в разврате утопали, гладиаторские бои, предательство, убийство, вероломство, подлость. Раньше хуриты и вообще последователи вот этой идеологии, этого мировоззренческого своего такого восприятия, они они ценили всегда слово, честь. Вот это считалось самым главным. Например, был один хуритский правитель или сын правителя, который попал в плен. Я сейчас не помню, кому, хетам, что ли, он попал, или ассирийцам попал в плен, и ему нужно было уйти из плена.
И он дал слово, что он вернется до заката, он закончит свои дела, что нужно было решить. И он был отпущен, потому что слову их верили. Он сделал свои дела, вернулся и был казнен. Этот человек, я сейчас не вспомню его имени, он считается святым. В древнем считается святым в Древнем Риме за то, что из-за своего слова он вернулся и погиб. Такие же истории один в один есть у чеченцев по сегодняшний день. По сегодняшний день. И даже когда с НКВД дрались, и даже когда с царской Россией дрались, есть такие истории, когда отпускали, и человек потом возвращался, держа свое слово. Ну, много, конечно, сходства осталось. Но человек, который живет прошлым и говорит только о великих своих предках, то считайте, у него нечего сказать про самого себя. Поэтому мы должны знать историю, но ни в коем случае не делать из нее какой-то фетиш, и что это вот мы какие-то там великие и так далее. Мы должны сегодня доказать, что мы есть те, кто за справедливость, за правду, то есть за божественное начало, за божественную суть всего происходящего. Как-то так, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии. Слава Украине! Слава ЗСУ, смерть врагам! Так. Нельзя седину закрашивать. Можно, Румакс, закрашивать седину можно. Почему нельзя? Хной, я просто тебе привожу, что до того, как мусульмане начали закрашивать седину хной, то есть после 6-го, после 7 века, до этого, то есть 1600 лет до этого, то есть 2200-2300 лет до этого момента уже прокрасили волосы и бороду хной, чтобы быть похожими на хуритов, то есть людей, которые некоторые называли избранными. То есть они избранные, не они сами себя называли, а они их называли, люди их называли избранными. И они устанавливали законы справедливые, законы, божественные законы, то есть которые Бог им велел устанавливать на этой земле. Как-то так. Поздравляю с отменой крепостного права. В этом году ровно 165 лет, как уже не холопы в лаптях. В этом 26-м году ровно 165, как не холопы. Да, я тоже поздравляю, кстати говоря, с освобождением из рабства. Правда, после того, как нужно тоже правильно говорить. Например, можно говорить там о какой-то демократии в России, а ее нет на самом деле. Понимаете, Россия тоже построена на тех же принципах, тут демократическая система, разделение ветвей власти, все это такое. Это же то же самое, как в Древнем Риме тогда начали, просто потом она немного модернизировалась и улучшалась, да, что она была более управляемым государственным аппаратом. Но фактически это же все симулятор, это прикрытие. Например, говорят, вот санкции, Россия, экономика, туда-сюда, она сейчас лежит на лопатках и так далее. Да, санкции, лежит на лопатках, все у них плохо. Но почему не рушится? Потому что и экономика была симулякром. Международная, мировая экономика, входящая в мировую экономику, российская экономика, она была симулякром. Она, нету ее, и нету. Действует, настоящее действует. Украсть, там, где-то схематозничать, где-то что-то там, обойти санкции и так далее. И это таким вот образом защищает российскую вот эту систему. Поэтому, когда отменили крепостное право, может показаться в 1861 году, да, по-моему, когда отменили крепостное право, тогда вроде бы казалось свобода, да, но рабства нет. Все как на Западе, как везде, рабам дают свободу, там все такое. Но по факту все получилось ведь ровно наоборот. Получилось из крепостного рабства люди упали еще в большее рабство. То есть, когда он был крепостным, он был приписан к какому-то хозяину, барину. И барин обязан был его там кормить,
давать ему там крышу над головой и так далее. Ну, чтобы его собственность не умерла, да, как для собаки будку. Но когда они их сделали свободными, то есть освободили от этого крепостного рабства, да, почему право это называется, я не знаю, почему это право называется, право это не имеет никакого отношения, обычное крепостное рабство. Опять для завуалировать, видимо, чтобы они таким образом это называют. Получилось так называемое батрачество. То есть у тебя теперь нету ни жалования, ни еды, ни дома. Все это барское. Ты теперь должен платить за еду, ты должен платить за дом, который ты у барина снимаешь, в котором ты все время жил. И еще ты должен работать то же самое. Просто ты еще должен платить за дом и за еду. Раньше тебе бесплатно это давалось, теперь тебе платишь. Фактически вот это батрачество, ну да, ты называешься не свободным человеком. Все, ты уже не раб. Но у тебя нету ничего. Ни земли у тебя нету, ничего нет. И вот люди и в еще худшем положении оказались. И уже доведенные, грубо говоря, через 50 лет после отмены этого крепостного права, если бы это крепостное право было отменено по-настоящему, по закону, да, как это планировалось, как это было на Западе и в других местах, по-честному, то люди бы не в 18 году не восстали бы в 1918 году. И в 1918 году люди восстали и верили, что им Карл Маркс, который принес из Германии через Ленина вот эту идею коммунизма, опять то же самое, основанное на религии, на основах религии, основах божественных началах, все как бы, все было правильно, но эти люди не восстали бы, не требовали бы ничего, и чтобы там свергать царя и так далее. Все было еще хуже, люди были нищие, необразованные, и их легко было обмануть, чтобы их использовать. Но потом пророк Ленин, они новую религию создали, пророком был Ленин, да, это новая религия, коммунизм, вот сегодняшнее вот российское христианство, это искусственно изобретенный такой микс из религий, из каких-то идеологий, из Карла Маркса, из научных трудов Ленина там, и так далее. И вот они вот создали своего пророка, они как фараона держат на Красной площади до сих пор. Это их бог. Я думаю, через 2-3 года этого бога тоже куда-нибудь выкинут на свалку истории. Как-то так, друзья. Вот такая вот интересная вещь. Добрый вечер, дорогие наши ногчи чеченцы. Добрый, Георг, добрый, приветствую. Метание – это не название, а статус. Ну, это название метание, это была Метание, это древнее государство, Верхняя Месопотамия и Северной Сирии, которая в XIV веке до нашей эры была одной из великих держав Ближнего Востока наравне с Египтом, Хетским царством и Ассирией. Его население в основном составляли хуриты. Государство часто называют забытым царством. И после того, как Метание пало, было уже снова сильнее, с новой силой начало уже развиваться уже непосредственно Урарту. Ну, как мы его знаем, Урарту. Но наши ученые, чеченские ученые говорят, что это Нохчи, как Нахчевань, например, который вот есть такая территория в районе на границе с сегодняшней Турцией и Арменией. Сегодня Нахчевань относится к Азербайджану. Но вот такая же была название, вот такое же название Нахчевань или Нохчи, вот такое название было и у этой Метани. Как и Урарту, не чеченское название, это называли ассирийцы, которые постоянно нападали на них, они их называли. И со временем менялись слова. Но само название вот этих, оно больше похоже на Нохчи. Вот такие вот интересные вещи, друзья. Учите историю. Если вообще хотите понять, что происходит сегодня, вам нужно почитать
раннюю Римскую республику. Сейчас искусственный интеллект, это очень легко, это очень интересно, так что советую. Так. Паспорта в СССР выдавали только после 90-го. Ну, не совсем после 90-го, на самом деле. Я, например, тебе как чуть-чуть человек старше скажу. Я получил паспорт. Нет, я уже позже получал, после развала Советского Союза. Но я знаю, что у моих родителей были паспорта. Поэтому нет, паспорта начали где-то в 60-м, 70-х появляться. Не у всех, у кого-то раньше, у кого-то позже. Например, колхозникам вообще не давали, потому что нужно было, чтобы колхозы держались, и их вообще держали. Те же самое крепостное рабство было. До сих пор лаптестане крепостные поклоняются трупу террориста Ленина. Да, Моцарт, совершенно верно. В СССР отменили крепостное право в 1975 году, вот как раз об этом мы говорили. Начали выдавать паспорта колхозники, и они могли уехать из хутора без разрешения председателя колхоза. Спасибо большое, Леон, Леон Свекоратос. Да, спасибо большое. Да, я с вами соглашусь, я просто, может, 60-й немножко. Слишком хорошо подумал о советской власти. Так. Недобитый Дудаевец, говорит. Евросоюз — это тюрьма народов, пишет человек с зеткой на аватарке. Прикиньте, вообще, как эти люди могут говорить о тюрьме, о рабстве, находясь в самом худшем рабском положении? Вообще, абсолютно, вообще не думают. Так, за всю историю не было справедливого. Село Вечного Государства, как Персидская империя, и село Вечного Государства, как Персидская империя. Ну и туда дошли руки Яхуда, говорит Куруш. Ну, я тебе скажу, что ты очень далек от истины, если считаешь, что Персидская империя была каким-то справедливым государством. Это далеко не так. Может, какой-то периоды там была справедливость, но я тебе скажу, Персидская империя была очень несправедливым государством, как и внутри, так и снаружи, завоевывая территорию. Поэтому, ну, я тебе скажу, что было справедливое государство на земле. И вот метание, Урарту, это было. И знаете, я думаю, нам, чеченцам, не дают построить государство не только потому, что вот фашистская Россия, там туда-сюда. Фашистская Россия — это собака. Собака, которую натравливают на чеченцев, на чеченский народ. Это просто бешеный пес. И все. Дело в том, что если чеченцы построят справедливое государство, как они строили Метанию, как они строили Урарту, как они строили огромное количество других, есть основания полагать, что и Римская республика, и даже до Римской республики, времена построения Рима, тоже этрусские, которые имеют отношение, это те же прямые потомки хуритов и чеченцев, соответственно, нынешних чечен, или пранахи их называют еще.
это были справедливые государства. Соединенные Штаты Америки тоже строились как очень справедливое государство. Система, которая построена, да, и ношение оружия. Оружие – это самое главное, твоя защита от от посягательства на твою честь, на твое имущество, на твою свободу, на твою жизнь, соответственно. Поэтому вот это все возможно построить. Но если чеченцы построят это справедливое государство, просто все обзавидуются этим справедливым государством. Кому-то может показаться это утопией, сказать, да, он слишком романтизирует и так далее. Возможно, но у меня есть для этого основания так говорить. В истории самым удачным опытом построения государства и организации общества было именно Хуритская и вот эта Митанская Римская республика. Начало, только начало. После этого просто потом уже, когда они становились богатыми, крутыми и так далее. И я пришел к выводу, что самое главное это нрав. Нрав – это нравственность и мораль. Вот что было у хуритов. Вот что хранят чеченцы. Мораль и нравственность. Хотя нам упорно навязывают. И представьте, насколько несправедлив этот мир. И насколько все вывернуто наизнанку все. Когда чеченцы, которые являются хранителями вот этих древних справедливых принципов нравственности, морали, держать слово, ну все, что в это входит. Ограничивание себя, никакой роскоши, там очень строго у них было. Да, греки пишут, что римляне побеждали не своим количеством, а своим нравом и своей дерзостью, своей смелостью. Они верили в то, что они делают. Поэтому они были смелыми, мотивированы были. И вот это вернуть этот нрав очень трудно. И люди, чеченцы, которых оболгали, которым представили, что другого выбора нет, как идти в российскую, кроме идти в российскую армию, идут в российскую армию, убивают чеченцев, выслуживаются им, убивают не просто кого-то, которого там с оружием в руках, невинных детей убивают, казнят с их документами, отправляют в Сирию российских ГРУшников под видом чеченцев, чтобы они там изображали ИГИЛ. Вы знаете, что у нас, у чеченцев, вообще нету понимания нацизма, фашизма. Понимаете? Ни к любой национальности. Мы можем своего ребенка, я не знаю ни одного народа на этой земле, который может своего ребенка назвать национальностью другого человека. Просто друг у него. Киргизом может назвать, может германом назвать, германом назвать, может осетином назвать, может грузином назвать. Специально говорю, черкес, там, мусульманские даже не обсуждается. Любой национальность, ты христианин, без разницы ты можешь назвать. Нету такого понимания. У нас, у чеченцев, нет проблем с другими национальностями. Мы так уверены в себе, что мы не чувствуем, что нам какие-то культуры, языки, религии могут представлять для нас угрозу. И не будут, если ты веришь в свое, то тебе не нужно запрещать чужое. Зачем тебе запрещать? Именно так себя вели Урарту, вот эти хуриты, римская, начале, ранняя Римская республика. Именно этим они завоевывали. Завоевывали сердца, а не территории. Они таким вот образом это делали. И в нас, чеченцев, нет этого. Но нас представляют исламистами, террористами, фашистами. Да, история искажалась, пропаганда долго велась. Но внутренний свой генокод он-то останавливает. И мы никогда русских, которые как только нас не обзывали, вот что они про нас не придумали, мы ничего про русских оскорбительного, как на нацию, не говорили. Единственное, максимум, самая большая злость, когда их на них берет, чалавин, мижги, насиновали зачатые, то есть незаконно рожденные, вот так могли. Это, наверное, современная интерпретация. Раньше мы это не говорили. Насиновались заделанные русские, мужик, мужики.
Вот так мы, это самое большое оскорбление, вот, которое мы могли им придумать. Они и террористы, и бандиты. Веками. То бандиты, то террористы, то исламисты, то и так далее. Понимаете? Этого нету просто, вот нету в нашей культуре. И то, что нам это навязывают, и мы кто-то повторяем это наша беда. Беда так же, как идти. Смотрите, вот основа есть, я не преувеличу, это ученые говорят, друзья. Эта история, просто многие растащили себе историю. Армяне часть себе растащили, греки себе растащили, римляне себе, иудеи себе. Почему иудеи никогда не вспоминают Израиль, израильтяне не вспоминают про чеченцев, про нахов, про хуритов? А они тоже там оказались. До Палестины, до Иудеи, Самарии, вот до вот этих территорий находились хуриты. Они перемещались, там много разных народов, древних народов проживало, в том числе и евреи, нынешние евреи. Но они только свое говорят, евреи. Армяне говорят только свое. Вот это наша культура, наша великая, туда-сюда. А везде есть чеченский след. Помните, русские всегда говорили чеченский след, чеченский след. Вот когда я изучаю сейчас историю, я понимаю, почему они применили этот термин теперь, русские. Вот когда вот первая русско-чеченская война была, вот 20 лет, 30 лет назад. Везде чеченский след, чеченский след, чеченский след. Так вот, везде есть чеченский след в этой истории. Вот во всей истории, которая у нас есть. Да? Ну, правда, евреи говорят, там у них 12-е потерянное колено есть. Что вот это может быть мы, там намекают, там разные вещи, там есть такое. Но, ну и то спасибо, как говорится, не забыли. Но по факту-то так, может, это просто красивая такая легенда, чтобы... Хотя и есть очень уверенно некоторые утверждают, что да, и вот есть... И по сегодняшним ДНК фактически это легко все выявляется, кто кем, кому доводится, кто кому приводится, по отцовской линии все это проверяется. Вот такие вот вещи происходят в этом мире. Интересные вещи происходят. Спасибо, Ламана, всем, друзья, всем, кто подарки мне дает. Спасибо вам большое. Вот такие вот интересные вещи, друзья. Я просто немножко отвлекаюсь и ухожу. Русские мечеть построили в Израиле. Да, совершенно верно, Асабек Тутаев. Ну, смотри, если, например, Израиль строился, или евреи строили свое государство на божественных началах, как они это видят, справедливое для народа, для евреев, то это не значит, что оно должно всегда сохраняться таким, понимаешь? Потому что где-то под оккупацию попадает кто-то там, коррупция, еще какие-то там злые силы там, и так далее. Если государство построено на божественных началах, то обязательно у него должен быть враг у этого государства в силе, в лице темных сил, да, вот этих сил. Поэтому все, что угодно могло произойти. И если евреи построили у себя, правда, мне тут Женя писал, что если бы не построили бы мечеть, то все бы кричали бы, там, евреи ущемляют мусульман, там, туда-сюда. Ну, в принципе, можно это признать, потому что сразу, о, евреи, мусульман присоединят. Это все есть такое распространено. Но, с другой стороны, можно было и не построить, и никто бы ничего не узнал бы. А вот есть такие силы, которые бы хотели вот этих предателей чеченского народа возвести, а они, Кадыров, например, утверждается, что не чеченец, как его, Закаев утверждается, что не чеченец, Кутаев, это, ну, всем известно, что он сам говорит, что он не чеченец. Поэтому, если устанавливать настоящие какие-то связи, то, наверное, точно нужно устанавливать с тем, кто верен принципам, не только крови, конечно, но и принципам, на которых строится вот эта вся божественная, сакральная государственность или управление обществом. Это очень важно для того, чтобы оно стало баракатным, да, как в исламе говорится, баракатным, ну или благоденственным, да, таким, чтобы оно стало, это государство, этот народ, чтобы он расцветал, цвел, богател, развивался и так далее. Как-то так. Слава Ичкерии, слава
Дудаеву, дякую. Героям слава, Владимир, героям слава. Добрый вечер, Божественно. Добрый, приветствую тебя. Кстати, тоже очень интересно. Мы тут про русских, про украинцев говорим, да? Много очень похожих слов в русском, украинском языке, в славянском языке. Что в славянском языке тоже есть хуритский след, так сказать, чеченский след. Об этом говорит Арби Вагапов, профессор, очень образованный лингвист, очень грамотный человек. И он изучает славянские языки, насские языки, славянские, хуритские языки. Вот это все вот это он изучает. И он говорит, что индоевропейские языки, куда входят славянский язык, украинский, русский языки, английский, немецкий, везде там прослеживается хуритский след. Хуритский след, то есть нахский след, то есть чеченский след. И в еврейском тоже в названиях там тоже прослеживается. То, что там были чеченцы, нахи когда-то, этот уже, по-моему, никем не оспаривается. Ни еврейскими учеными не оспаривается. Да, там были, реально были. И, например, Хасан Бакаев, да, Гештольцем в прошлом году он умер, историк, чеченец, он говорит, что Иерусалим, большую часть Иерусалима, как он утверждает, строили нахи, вот эти урарту, которые там были. Вот такая вот интересная. И ДНК совпадает у нас с евреями, с сефардами и с Ашкеназией. У нас G2 галогруппа, это армяне, тоже совпадает. Грузины, мне кажется, это вообще один народ. Мы, короче, не просто где-то перемешивались, да, там, как с армянами где-то как-то. Вот реально грузины это есть нахский народ, те же продолжители хуритов. Например, возможно, в какой-то части там, потому что грузины состоят из нескольких народов. Например, сваны, мне один грузин говорил, что сваны это чеченцы. Вот, у них общее такое, с чеченцами считается. И это вот у них, может, там еще с какими-то народами там, да, вместе там перемешались. И мы использовали последнее время, возможно, даже что вот грузинская письменность, она является вот самой древней и той же хуритской. Оттуда еще она может тянуться. Я сейчас все не буду утверждать, потому что всех деталей могу сейчас и не вспомнить, и ошибиться. И что какое-то время чеченцы, то есть грузины стали христианами, и еще с момента прихода Иисуса, и армяне стали, опять же, одни из первых на Кавказе. Христианство они приняли. Это могло стать потом уже продолжением и на грузин, и на хуритов. Хотя армяне и хуриты, и чеченцы, и армяне, иранские племена, которые пришли в Урарту, и местные, которые там находились, они как бы объединились и потом приняли христианство. Одни из первых приняли христианство. Причем это на божественных основах, да, все самое справедливое, лучшее, что говорил Иисус, вот именно из этого исходило. Грузины чуть позже приняли, и, по всей видимости, чеченцы приняли. Может быть, не все приняли христианство. До сих пор бацбийцы есть чеченцы-христиане, которые живут в Грузии, на границе Грузии и Ичкерии. И потом уже в 7 веке приняли ислам.
И первые упоминания, то есть не упоминания, а доказанные с бумагами, с документами у нас факт есть, что где-то в 1500-х годах, то есть 16 век нашей эры, вот сейчас, то есть, грубо говоря, 500 лет назад, а, Берс Шейхи, по-моему, его звали, или Шейх Берс, я не помню сейчас точно его имени, он один из первых начал создавать вот эти исламские учреждения, исламские заведения, медресе так называемые, для молодежи. То есть это уже стало более массовым явлением. Но за все это время, и значит, и раньше были, видимо, были какие-то христиане, были какие-то там уже мусульмане, которые раньше, я полагаю, еще с первых времен, ну, не все чеченцы, по всей видимости, стали, потому что только в 16 веке вот этот Бер-Шейх начал вот эти медресе создавать массово. Значит, она уже и никакого сопротивления он не чувствовал. Он сам был воин, солдат, там, очень набожным человеком, и он распространял идеологию, ислам именно через создание медресе, и народ не сопротивлялся. Это говорит о том, что люди, в принципе, принимали это, или уже были, большая часть были уже под этим. Но при всем при этом никто не отказывался от своего. Ислам, который приняли, они его приняли так, который не мешает их религии, их миропониманию. А их миропонимание было нохчалла. Нохчалла их было миропонимание. И даже когда вот 1720, по-моему, когда там, скажем так, не помню точно год, потому что это может быть и позже, где-то в середине, скажем так, 18 века, когда мы уже столкнулись с армией Петра I там, и так далее, один из немецких историков, который пишет о чеченцах, которые там сражаются против имперской, российской вот этой орды, что очень странно он говорит, что есть кумыки мусульмане и есть чеченцы мусульмане. У кумыков есть свои цари, ханы и очень жестокое обращение к людям, которые не имеют каких-то сословных статусов, там, дворянского происхождения и так далее. В отличие от чеченцев, у которых тоже мусульмане, но у них совсем другой уклад. Никаких баринов, никаких там ханов, ничего этого нету. И отношение к человеку. Потому что изначально в чеченской культуре, чеченском менталитете закладывалось уважение к личности. Именно о том, о чем мы говорим. Мы, чеченцы, и есть самые настоящие правозащитники. Причем все поголовно, понимаете? Все, потому что у нас это нашей крови. Не ущемлять, не быть фашистом, не быть нацистом. И для меня так непонятно, когда люди начинают там на всю нацию, там, на евреев, на христиан, на еще кого-то так говорить. Ну, это либо он до того подвержен пропаганде, что он вообще от всего отказывается, своего внутреннего, что у него в генокоде есть, либо и культуры, и воспитание, все остальное, он от этого отказывается. И ненавидит только лишь, он не только там евреев они ненавидят, они меня, мусульман, ненавидят, да, мусульман за то, что не разделяю, или у него не хватает ума понять, что я говорю, и он начинает ненавидеть, не так молиться, не так это. Это вообще было не запрещено. Вообще раньше никак. Ну, молись как хочешь. Тебе же перед Богом отвечать. Главное, не мешай никому. Не мешай. Твоя религия не должна представлять угрозу. Если она не представляет угрозу, пожалуйста, молись, делай, что хочешь. Как хочешь молись. Кумыки, они тюрки, как тюрки Азербайджане. Да, божественно, совершенно верно. Кумыки – это тюрки, тюркоязычные люди. Их очень много у нас в Чечне живет. И знаете, у нас вот эта G-группа, например, у Ашкенази, она где-то до 30% находит. Они тоже очень перемешаны с иранскими там разными народами, и европейскими народами, индоевропейскими. Но по факту у них есть 30%. Так вот, у чеченцев и ингушей, и у бацмийцев, их этот G2 доходит до 80%. Где-то 20% затесались как-то, понимаете, в это дело. И вот и у нас много кумык живет. Кумыки чисто говорят на чеченском языке, абсолютно
даже по акценту никак-то нет. Я просто общался, знаю. Абсолютно никак. Но это в Чечне. Они, кумыки, еще живут за территорией Чечни. А это все была территория чеченцев. И Дагестан была территория чеченцев. Аварцы, даргинцы, лезгины. Это тоже производная от нахов. У нас тоже очень схожий ДНК с ними. С аварцами, даргинцами, лезгинами. А другие народы, это опять же с грузинами, да, если брать, имеется в виду, вот, кто там, грузин мы уже обсудили. Грузины всегда должны упоминаться. Не все, опять же, грузины. Грузины тоже состоят из разных народов. Но ближе всего вот это сваны, там еще какие-то народы, я сейчас могу ошибиться. По идее так. И они вот на христианстве остались, сохранились и так далее. Так вот, кумыки у нас живут очень много. И когда нас депортировали в 1944 году, точнее нас под видом депортации на вечную ссылку отправили и на нашу территорию заселили другие народы, на этой территории, когда мы вернулись на свою территорию, многие просто не вернулись, соответственно. У нас погибло 600 тысяч чеченцев, ингушей за время вот этой депортации. 600 тысяч людей. И, то есть, ну, практически 60-70% людей за первые 3 года просто умерли. Голод, холод, болезни, убийства, расстрелы там и все остальное. Я в прошлом стриме сказал, что некоторые люди, ну, кто не родился в Чечне, они чеченцы и ингуши, да, вот за период 44 по 57, 58, 6 года. Они чеченцы. Но на самом деле какая-то часть чеченцев оставалась в Чеченской Республике, даже когда всех выслали. И до 50-го года, пока Хрущев не дал амнистию, эти люди сражались, и НКВД, русские боялись даже вступить, были населенные пункты, куда они не смели заходить даже, потому что их там сразу же отправляли к Кобзону. Вот такая вот ситуация была. Поэтому в прошлый раз я сказал, что тот, чьи отцы не родились в Казахстане, то они не чеченцы. Нет, какая-то группа была. Но среди нас еще появились люди, которые говорят на чеченском, которые очень хорошо говорят на чеченском, давно среди нас живут и говорят, но они не чеченцы. И очень тесно, вот как вы тут говорите, божественно, связано с тюрками. Очень сильно с тюркскими связано. И таким вот образом через Турцию, которая всегда нам друг там и так далее на словах, но на деле выясняется, что она всегда с Российской империей договаривается, и мы становимся такой разменной монетой, пешкой, которую используют. Причем после того, как нас используют и истребляют, каким-то странным образом во власти, в руководстве, в лучших местах оказываются тюркоязычные, а не чеченцы. Вроде бы там мусульмане, братья, там брат Кондрат, все такое, но не совсем брат Кондрат. Какой-то брат все-таки ближе, брат, чем этот брат. Поэтому вот такие вот интересные вещи, если мы проследим, поймем вот эту связь, во-первых, уберем из наших сердец фашизм, ненависть, какую-то грязь, которую нам навязывают, которую в наших сердцах не должно быть. У людей, не только чеченцев, никого не должно быть. У евреев ее не должно быть. Никому. Да, враг есть враг. Пришел убивать, надо его наказывать. Жестко, и чтобы всем было видно и неповадно. Но других всех трогать нельзя категорически. За что трогать, если не виноват? Вот такие вот вещи. Я имею в виду словами так. Мы тут друг на друга постоянно наезжаем, и я с этим борюсь постоянно. Как бы сделать так, чтобы нас делать вместе, а не разделять. Трудно, но другого выбора нет. Так как хурита-уратские традиции нужно продолжать. Иш талдышын ночи. Турция всегда чеченцев поддерживала. Ну, кухня смак. Нет, я с тобой не соглашусь. Турция не поддерживала всегда. Ну, поддерживала. Смотри, что значит поддерживала? Хорошее слово сказать. Братья-мусульмане сказать. Мы вас любим сказать. Да, турецкий народ поддерживал. Турецкий народ нас любил всегда. Азербайджанский народ нас любил. Азербайджанский народ это отдельно вообще стоит от турецкого даже народа.
Но я имею в виду саму империю. Она нами пользовалась, понимаешь, нами пользовалась. Большому сожалению. Большому сожалению. Это нужно знать. Это не значит, что это хорошо или плохо. Так все империи себя ведут. Турецкая империя была империей и сейчас пытается ею стать снова. Но Турецкая империя вместе с Российской империей делила Кавказ. И чеченцы в планы учета их интересов ни Турция, ни, конечно же, Россия никогда не учитывала. Понимаешь? Вот такие вот вещи. И среди нас, чеченцев, есть вот тюркоязычных очень много людей. Они, если они патриоты, они не враги чеченцам, не служат Турции, не служат России, то есть иностранцам, во вред. Да, связи, любовь, например, в Украине, например, много русских, которые воюют за свободу, гибнут, получают увечья. Ну, чем он не патриот, чем он не сын Украины. Никаких вопросов к нему. А если он предатель? А если он там втихаря там, русским помогает, еще что-то делает, кто-то, он предатель. Вот такое же отношение должно быть ко всем. Вот есть наша земля, живем на этой земле, все, служим общему гражданскому делу, гражданскому обществу. Если ты хочешь быть за Турцию, пожалуйста, будь за Турцию, только не скрывай. Будь открыто, я за Турцию, ребят. Я хочу налаживать мосты, я хочу подружить Турцию и чеченцев. Полно вперед, только за. Турецкий народ нам близкий, родной, все такое. Но если это империя, Турция это империя, и у нее вот эти, как у России, вот эти схватки бывают имперские, да, вот так как-то. Так. Что конкретно, Юзер, что ты от меня хочешь услышать? Что Трамп и Америка говорят? Как вы относитесь к русским, говорит Иван Русланов. Иван, я отношусь к русским, так как я только что перечислял. Было бы и неправильно, и не по-чеченски, если бы я ко всем относился уважительно, а к русским относился бы неуважительно. Нас убивали не только русские. Я об этом в своих стримах неоднократно говорил. Например, когда в 1722 году, когда мы с вами первый раз познакомились, то есть с вашей бандармией, тогда возглавлял ее Петр, который был голландских кровей. В его армии были шведы, немцы, англичане, кто там еще, ну, все были просто. Состав состоял из холопов, а руководство все было чисто и западноевропейским. Русского языка даже не было как такового, понимаешь? Использовались там французские, там, голландские, немецкие там, наречия и все такое. К русским я отношусь так, как они относятся к империи. Если они имперцы, я отношусь, соответственно, для своей безопасности. Отношусь к ним соответственно. Это угроза для меня. Если русский не имперец, что очень редко встречается, и честно признаемся, то я не могу просто в силу своей культуры, своего воспитания относиться к нему плохо. Это человек, который такой же, как я. Не лучше, не хуже. Ну а если он имперец, это для меня угроза. Я из этого исхожу. Представляет угрозу. Русская империя представляла всю свою историю для нас угрозу. С 1722 года, когда мы вот с Петром, с его бандармией познакомились. Вот с тех пор мы понимаем, кто такие русские имперцы. Русские имперцы. Хотя они были, опять же, не русские. Они были далеко не русские. Ну, руководство. А кто там, солдаты, там вот эта вся армия, они состояли из разных народов также, ну, россияне. Сейчас же, вот в эту войну, я тебе скажу, что наши братья-дагестанцы, чеченцы, мусульмане, братья-дагестанцы,
наверное, выслуживались перед русскими, перед ФСБ. Наверное, их специально так натаскивали, чтобы у нас ненависть больше была. Самыми жестокими в отношении и к пленным, и к гражданским были дагестанские боевики, которые Россия к нам туда заслала. И что мне теперь, к дагестанцам относиться хорошо, а к русским плохо из-за этого? Или наоборот? Я знаю, это политика империи. Дагестанцы есть хорошие, которых я уважаю. А есть те, кто работает на империю, на КГБ. Я их отношусь к тем же имперцам. Русский он, чеченец он, там, осетин он. Если он работает на империю и хочет уничтожить меня, ну, я обязан просто думать о своей безопасности и о безопасности своих будущих поколений. И, конечно, я этого опасаюсь. А так, к национальности, к русским у меня нет никаких предвзятых отношений. Честное слово. Потому что я просто вас знаю. Среди вас есть очень нормальные, порядочные люди. Порядочные, в большом понимании этого слова. Ну, и, конечно, и имперцы есть. Так, спасибо за слова справедливые. Я рад, что есть люди, которые разграничивают. Я сам из РФ, спасибо, друг. Пожалуйста, Сергей, вообще, я это много раз говорю, я постоянно говорю, там, русские террористы, русские это, ну, потому что вы так всегда говорили, чеченский террорист, чеченский бандит. И мне казалось, а мы, чеченцы, не любим в долгах оставаться, ни по-хорошему, ни по-плохому. И я думал, ну, знаете, как это неприятно. И ваша пропаганда, она так хорошо знает психологию чеченцев, нас можно побить, нас даже можно убить. Но если вы на честь, на репутацию, скажем так, не посягаете, мы это легче переносим. Когда нас не пытаются там, обозвать там, варварами, бандитами, крадунами. Это обман, разбойниками нас называют. Захватывали наши территории, изгоняли нас за терек. И потом наши проводили войсковую операцию, на казаков нападали. Угоняли у них там табун лошадей, коров, там чего только смогли. Угоняли их. Это называют разбойничье нападение. Не, это диверсионная вылазка с захватом трофея. Но это называлось вот, так, вот таким вот образом. И вот нас оскорбляли очень сильно. И меня это очень сильно задело. Я это на всю жизнь запомнил. Поэтому я постоянно подчеркиваю. Русский фашист, русский террорист и так далее. Но человек, который не имперец, только лишь из-за того русский, я вот прямо под запись миллион раз это говорил, говорю, и никого не стесняюсь, и не собираюсь стесняться. Абсолютно ничего предвзятого, плохого не испытываю. Русские есть разные, абсолютно разные. К сожалению, имперцев больше, к сожалению. К сожалению. Да, я вас понял. Спасибо, Сергей, за понимание. Чеченцы на каком языке говорят? Мы говорим на языке нохчи. На одном из самых древних, если не самом древнем языке мы говорим. Во всех языках можно найти чеченский след, так сказать. Лучшие истинные чеченцы не в Чечне. Нет, ты ошибаешься. Истинные чеченцы, они и в Чечне, и здесь в Европе есть, везде есть чеченцы истинные. И если чеченцы сейчас находятся в оккупации, в заложниках, только лишь потому, что вы весь мир промолчали. Вопиющую несправедливость вы видели. Есть, вы прекрасно многие, просто нужно было 2 плюс 2 прибавить. Не становиться вот в очередь вот этих обманутых пропагандой там дикарей, идиотов, извиняюсь. А нужно было задуматься, зачем маленькая вот такая вот Ичкерия, которую на карте найти невозможно, напала на самую большую истории человечества по территории страну, ядерную страну. Кто взрывал дома в 99-м, нужно было послушать. Литвиненко послушать было. Там разных других людей. Щекочихина, которого убили. Литвиненко, которого убили. Нужно было послушать. Ну, послушаться-то можно было. Так вот, после того, как ты послушаешься, нужно принимать шаги, делать шаги. А вот здесь уже страшно. Понимаете? И над вами, русскими, больше, наверное, над чеченцами больше всего
Но вы на втором месте после того, как над кем Россия, вот ваша КГБ, делала эксперименты. Атомизировала вас там, извращала вас, превращала в какое-то послушное стадо. Но вы все могли это увидеть. Просто проанализировать, потому что вообще не было информации, это неправда. Была информация, мало ее было, да, там пропаганда работала мощнее российская, чем наши источники информации. Но при желании можно было понять, можно было посмотреть просто на наших лидеров, на Дудаева, на Масхадова. Это интеллигентнейшие люди были, интеллигентнейшие. Но что случилось, то случилось. Поэтому понять можно было. Я не виню, конечно, сейчас многие жили своей жизнью. Мне, например, тоже было там, что-то там происходит, там, я не знаю, где-то там в Никарагуа или в Венесуэле, ну, что-то там происходит. Ну, других не виню. Но россиян виню всех. Всех, кто молчал. Всех. И хороших, и нехороших, всех виню. Потому что вы обязаны были, от вашего имени нас уничтожали. От вашего имени. Савелий, Ламанас, всем, друзья, спасибо вам за подарки. Спасибо. Такс. Украина не промолчала, она одна из немногих вам помогала. Но, скажем так, что значит помогала? Давай так, не Украина, не украинская власть, которая у вас была пророссийская, а отдельные украинцы. Отдельные украинцы. Вот это было, да, это нужно признать. И были люди, которые понимали, что после Ичкерии будет, как Дудаев говорил, Крым, Украина и все остальное. Это тоже понимали. Но, к большому сожалению, Украина была в фарватере России и делала все, чтобы помочь России. Я на себе это испытал. И в Украину приезжал, и в Киев приезжал, и на границе меня там, и нас терроризировали. Хотя наши бойцы там и лечились в Украине, и прятали их в Украине, и сила в Украине была, есть, которая нам помогала. Была, есть, помогала. Какой мир вы хотите принести Чечне, если в Европе вы два человека не могут объединиться против одного врага? Тут тот самый бум, тот самый террористы, да, получается? Ну, это уже по твоему нику можно предположить. Я обычно по вашим никам определяю. Но у тебя тот самый, просто написано, а когда смотришь, как Google показывает, у тебя тот самый бум, да, то есть взрыватель ты. Понятно. Во-первых, мы договорились в Европе. У нас здесь в Европе, у чеченцев все нормально. Мы, чеченцы, которые стоим на Конституции Чеченской Республики Ичкерия, на правах чеченского народа, за свободу, за права человека. У нас борт есть. У нас вообще никаких проблем нет. У нас проблемы с российской агентурой. С ней мы не помиримся никогда, ни при каких обстоятельствах. Понимаете? А тот, кто хочет, кто вовремя не успел там Кадырову подлизнуться и там получить у него рядом близко место, а теперь хочет через Закаева прийти там и получить там место, так вот вы такие же предатели, получается, что и кадыровцы. Вот и все, между вами разницы никакой. Ни с кем, Закаев, Макаев, кто-либо другой, кто предал чеченскую борьбу, чеченский народ, чеченские идеалы, никогда чеченцы не будут с ними. Даже если один чеченец останется, зато он будет свободным и не предавшим. Вот что будет. А то, что вы тут нам рассказываете, объединиться, мы объединены. У нас все нормально. У нас проблема то, что есть симулякры, вроде Закаева, Кутаева, вот Кутаев. Ну, это все же видят. Но сколько это можно говорить, сколько это можно повторять. Закаев, Кутаев вместе встречались, медальки друг другу подарили. Закаев ему честь чеченскую, ну, свою честь он ему там подарил, медальку. Туда-сюда, там, Курочкины приглашают, в Украину Кутаева приглашают, Гордон приглашает Кутаева. Опа, оказывается, он россиянин. Все, вошел в ПАСЕ и там с ними там выявил свое истинное лицо.
Понимаете? Потом сидят какие-то там Руслан Курбанов его, или как его, Айсин, по-моему, да? Айсин, по-моему, зовут, или там татарин, что ли. Тоже ученик этого Джемаля, Дугина и кто там еще, Шевченки, вот это все. Вот это. И там еще дагестанцы есть какие-то в Украине. Там какие-то каналы, борода у них, там все, там они такие правильные, красивые вещи говорят в итоге. И сидят с ними общаясь. Так вы все россияне, ребята. К нам какое отношение? Все. И надо чеченцы. Мы, чеченцы, это видим. Это вы нам хотите навязать. Россия тоже думала, как сейчас вот пытается, она продолжает, и здесь на Западе им в этом помогают. Они тоже думали, что у нас можно переделать. Нельзя переделать, понимаете? Нам 8-10 тысяч лет вообще нашей истории. Вот, которую вначале я вам тут рассказывал недавно. И нас нельзя переделать, понимаете? Мы хранители определенных своих ценностей. И мы не предадимся, да, вы убьете, обманете, но потом мы вернемся на свою стезю. А тот, кто поменялся, предался, ну тот дальше будет предаваться и дальше в этом направлении развиваться. Понимаете? И всем тем, кто пытается из нас сделать там, что вот получится, не получится, вы не имели еще с таким народом дела. Если даже у вас очень это работает с кем-то, с другим, у нас с нами это не работает. Мы не поменяемся. Я был в Берлине как-то на одной конференции несколько лет назад, и там из Польши, по-моему, была журналист, правозащитник. Она говорит, я уже 20 лет общаюсь здесь с чеченцами, в Европе, здесь, в Польше, там везде она занимается вопросами. И говорит, чеченцы как будто заморожены. Все, они ничего не видят. Вот у них есть право, вот они стоят на своем, что государство оккупирует, что нужно теперь согласить. Ну, она полагает, что весь мир сказал. Кто такой весь мир? Вас не существует всего этого мира. Мы идем сквозь этот весь мир, сквозь эту всю историю, понимаете? Вам это трудно понять. У нас такое мировоззрение. Понимаете? Мы можем, да, согласен, что ты сделаешь против силы, когда над тобой висит гильотина, тебе голову снесет, да, молчишь, сидишь, но ты не меняешься. Она говорит, как 20 лет, как замороженные они находятся, эти чеченцы. Мы вот такими замороженными еще 200 лет будем находиться, но свое возьмем. Понимаете? Мы всегда возьмем свое. Потому что мы не можем отказаться от этого. Это наше божественное предназначение на этой земле. Хранить это. А хранить это быть верным, быть справедливым, быть не фашистом, быть богобоязненным. Вот что нам дал Бог. И мы будем это хранить. Кто-то плохо хранит, кто-то выбегает из этой чеченской матрицы, чеченской этой системы, смотрит по сторонам, побухает, погуляет, поймет, что лучше чеченцы, и возвращается. И мы его принимаем. Мы добрые. Мы своих не бросаем, так сказать. Поэтому тот, кто бы что нам не думал, чтобы нам не навязывал, все чеченцы ждут. Если чеченец сейчас выйдет что-то говорить, делать, сразу его семье террор, тот, кто в Чечне находится. Сразу его там, самого террориста. Вот, смотрите, я сижу здесь 7 лет, почти 7 лет, сижу стримы веду. Я никого не призываю, никого убивать, ну, кроме Путина и Патрушева. Давно пора. По закону они уже объявлены, Международный суд террористами, и они полагаются, им смерть полагается. Заслуженно, так сказать, юридически обоснованная у них она получится. Больше я ничего не призываю. Меня террористом объявили, экстремистом объявили, каким-то там еще чем-то объявили. За что? Вот так Россия объявляет террористов. Я ни одного выстрела не сделал в сторону Путина, фашистской России, а меня террористом называют. Вот как делается из чеченца террорист. И я своим примером показываю, живым примером, человек, который правозащитник, кроме ручки ничего не держу в руках больше опасного, хотя она намного опаснее многих автоматов, пулеметов и пушек. Вот это одна всего лишь ручка. Главное уметь правильно ею пользоваться. Поэтому мы Барта Бутха, Барта Болшбу. Совершенно верно, Лама. Мы останемся на своем и будем стоять на своем.
И если мир, ну я думаю, мир просто, знаете, я уже если уходить такое, знаете, за ам, м, человеческое понимание, если выходить в астральное, такое неземное, такое небесное, если понимание происходить. А если чеченцы построят свое чеченское свободное независимое государство, где чеченцы будут сами устанавливать свои законы, оно будет таким справедливым, что просто весь мир заразится этим примером и захочет точно так же делать у себя. И поэтому тиранам, разным там, не знаю, политикам, богатым, ну, короче, злу это не нужно на этой земле. И я полагаю, что нам еще придется побороться, чеченцы. Но знаете, чеченцы, мы есть государство. Каждый из вас, каждый, кто меня смотрит и слышит, шу душуни государство. Шу чуа душунис, шу семья чуа душунис, шу дыкц душунис, шу хейкал, шу циц душунис. Просто нужно остаться это, не поддаваться на деньги, да, вот такое время, да, вот сейчас все же деньги берут, да, так легко, когда, вот, чеченец берет, там берет, смелый, умный, образованный, сильный, он нищий, его преследуют, а какой-то бич с 2 классами образования, тупой, короче, абсолютно непонятно, что за человек, короче, он там богатый, его там по телевизору показывают и так далее. И кажется, ну ладно, я тоже возьму. Нет, это шайтан, это зло нас искушает, это змей-искуситель. Не поддавайтесь. Ничего нет. Да, бывает там, ошибки совершаем, все, возвращайтесь. Мы вас всех простим, да. Главное, чтобы крови не было. За кровь придется отвечать всем. Вот этот момент очень важен. Поэтому обидно, когда чеченец, который должен хранить свободу, машу, да, только у нас у чеченцев говорят, машу ойль, приходи свободным, значит, будь свободным. Когда они подавляют чужую свободу в рядах тех, кто вчера подавлял их свободу. Вот что самое неприятное для чеченца видеть. Да, насильно, да, обманом и так далее. Но можно этого не делать. Но если с той стороны в Украине были бы настоящие чеченцы, а не симулякры, которых Украина пригласила. Я не воинов, я про политиков имею в виду, так называемых. Политика на самом деле это авантюристы, проходимцы самые настоящие. То я думаю, эти чеченцы больше переходили бы на сторону Украины, если там были бы настоящие нормальные чеченцы, и все было бы организовано как надо. Но, к сожалению, их там нет. Их там нет. Так. Так, Нохчи или все ж чеченцы? Чеченцы и Нохчи это одно и то же. Это одно и то же. Это наше название. Так нас понимают. Самоназвание. Себя мы называем Нохчи. Но в мире нас знают как чеченцы. Ну, еще и Урарту нас знают, хуриты нас знают. Мы не говорим о себе. Летописи и люди говорят о нас. И все будет Ичкерия. Слава Украине. I'm Israel High. God bless the United States of America and Germany. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Ойл. До свидания, друзья.